Ну, первым делом, как всегда, водичка. Главное сейчас до хорошей воды. В первую очередь текучей дойти. Главное в этом деле самому воды не черпнуть. Давай. Верхний мусор. Ой, крышку уплыла. Солнце вовсю светит. Днем, когда мы приехали, плюс 12 было, тепло. Но солнце, наверное, нагревает. И вот тут болото, вода разлилась. Она же относительно мелководная, нагретая. Ожидаем, что рыба придет. Поэтому решили одну сетку сюда кинуть. Крупноячеистую. Вдруг что-то повезет. Так, не знаю, палку тоже возьму. Так, ну что, ставим первую сетку. В день приезда первая рыбалка. Вот 29 мая, и у нас зелень стала появляться на березе. Почки стали раскрываться. Красота. Скоро лето, наверное. Сетка 50-ка, то бишь крупная мелочь вообще тут проскочит мимо. В любом случае. А крупная щука, если за ними, за мелочью, залезет сюда, должна попасться. Тут вот, где я стою, метра 3 вон куст торчит, если прямо сюда идти. Так. Ой, что-то я лишку уже дал, наверное. Метра 2 будет. Ну, ладно. И вот где у меня второй конец? Без лодки, конечно, хреновато. Ну да ладно. Все-таки холодновато. Тепла не хватает. Мелочь бы тут из-под ног бы кидалась в сторону. А тут никого нету. На веревке желтая. Да-да, вижу. Основной минус — вода мелковата, течение есть. Ну, сопротивляется. Провалиться глубоковато. Вон посередине всплыла эта сетка, там не совсем распуталась. Да. Хреново. Точно ведь сетка? Блин. Так, волнительно. Больно широко. Как ты тут переходил, блин? Хуба! О! Два твердых берега. Хорошо. 9 часов вечера. В принципе, внизу практически легкие сумерки. А солнце еще вверху деревья освещает. Практически белой ночи наступает. Ну ладно, первый день прошел. Что нам покажет завтрашний? Ну, весной у нас рыбалка получилась. Целых 3 штуки поймали. Поэтому сегодня 30 мая. Делаем попытку немножко восстановить рыбный баланс. То бишь у нас сегодня попробовать поймать рыбку. С утра, в 6 утра, когда солнце уже высоко-высоко, плюс 2, ну, надеюсь, сильно не замерзнем. Одежду на всякий случай набрали. Ну да ладно. Эх. Поехали, что ли. Так, ну что, на сегодняшний день, на 30 мая, нам опять не совсем стандартная ситуация выпала. Снег в лесу резко растаял, и половодье, вторая волна половодья подпрыгнула практически до уровня первого уровня. То бишь обычно мы такую большую воду на других озерах ловили, но поленились, я поленился лодку точить, поэтому идем на озеро, куда есть доступ. Вот здесь я весной не решился. Вот здесь широко, блин,
А там узко, думаю, промаживайся. Мочиться было неохота. Интересно, а как это считать? Это весенние цветы или летние уже? Ну, в любом случае, красота одна. Красота. Да, солнце, по-моему, греет все сильнее и сильнее. Я уже стал жалеть, что куртку одел. Ну, плащ-то туда-сюда еще пойдет, вдруг дождь пойдет. Хотя по прогнозу, когда выезжали, дождь не обещали. Я в куртке начинаю запревать. Так, ну у нас перекур на старом месте. По-хорошему не отдохнешь, не дойдешь. Тем более, Наше фирменное место. да, солнце, хоть и низкая температура, и ветер, если дунет, то холодный, блин. А солнце, где попадает, жарит, будь здоров. Все-таки весеннее, почти летнее солнце-то. Ура, дошли до озера. Ну, какое оно сейчас. Лодка на месте. Озеро тоже на месте. Охренеть, какая вода большая. Охренеть. Вот это да. Валерий Батькович, я такой летней воды на озере не видел. Офигенная. Да, я вижу, бугра-то почти не видно. Да. Можно сказать и так. По моим прикидкам, где-то выше летнего уровня на 2 метра. Рыба плывет. Да. А, вон, прямо под берегом. Вау. Прямо под берегом волны пускает. Волны расходятся. Да. Солнце радует. Ты и рыб. Вот они, рыбки-то, вот они. Ну, без жаб куда тут? Без этих товарищей. Крупная. Блин, с ладонь, наверное, будет. На солнце развлекаются. Ситуация для лета крайне нестандартная, но рыба есть. Осталось поймать. Ну что, попугаем рыбок? Так, я веревку дома забыл. Ну что, поехали приспосабливаться к новым условиям. Где греет солнце, туда рыба и подойдет. Вот этот участок озера замечательный. Солнце тут светит и с юга, и с востока, и с запада. Здесь вода здесь нагревается всегда. И наверняка рыба тут плавает. Один минус. Где я проверял, блин, везде кусты под водой. 2 метра вода поднялась. Как я эти кусты увижу? Сетку терять тоже неохота. Вывод. Компот это место. Поставлю на старые места, а там будет что будет. Пару штук-то попадет. Если честно, я пока в тупике. Где я хотел поставить, да и там я тоже летом ставил. Воды 2 метра больше. Все кусты под водой, их не видно, куда цеплять. На кусты большая вероятность, что попадешь. Ну, трясогузка. Что смотришь? Посмеиваешься, что тут сетку не кинуть? Ну, подумаешь. Так, вот здесь у нас бобриная, на озере, вернее сказать, плотина. Бобриная плотина практически на 2 метра утонула. Бляха-муха. Весь кустарник ушел под воду. Это супер большая вода. В старых местах глубина за 3 метра.
И где кусты, к которым можно привязаться, тоже неизвестно где. Закину я около бобриной плотины. Посмотрим, что будет. Здесь, помнится, вроде они все съели, и кустов не было. Огрызки. Здесь была куча кустов. Бобры это съели, потому что здесь плотину поставили. Сюда и поставил. Ну, поживем до завтра, увидим. Ну, сейчас нам надо, чтобы вода посильнее падала. Что, мы зря ездили, что ли? Сейчас мы сюда и закинем. Веточка, не мешай. Ну и все, ветер куда-то будет. Ты куда? Так, в принципе, неизвестно, выдры есть или нету в этом году. Позапрошлом туча их было, семейство. В прошлом году не было. Зимой уходят, потому что тут продыху нету. Ну, давай сюда, что ли. Честно сказать, никогда здесь не ставил. Но такая глобально большая вода, ставить в принципе некуда по старым местам. Поэтому ставим новую делов-то. Не просто ставим, а край бобриной плотины. Тут бобриная нора была, но когда вода упала летом, медведь ее сильно подрыл. Если что там было, то съел. Дерево грохнуло. Бобры остались, какое-то дерево уронили. Ни хрена себе шуточки. Бабахнуло. Вчера на ночь поставил засечку, как вода падает, опускается, поднимается. Вода упала за ночь на 5 сантиметров. С большой воды рыба, которая зашла с реки, должна уходить. Надеюсь, они здесь поплывут. Правда, я все перегородить не могу. Да и такой задачи нету. Тут все кусты залиты водой, тут плавать им навалом. Ага. С озера сетка начинает продавливаться. Точно вода ведь уходит на реку. Но если через это место поплывут, могут и попасться. А в старых местах где там поймаешь. Ой-ой, ой-ой, нифига себе. Вроде ветра нету, а лодку гонит. Если бобер попадается, он все рвет нафиг и проплывает дальше. А если выдра, она заинтересована рыбой, поэтому она сетку утаскивает. Поэтому сетку привязываем нафиг. Здесь была куча кустов, бобры это съели, потому что здесь плотину поставили. Сюда и поставил. Ну, поживем до завтра, увидим. Ну, сейчас нам надо, чтобы вода посильнее падала. Тогда и рыба с озера массово кинется на реку и немножко нам попадет.